Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Ни одна профессия не может сравниться по своей важности и сложности с профессией медика. Времена меняются, но неизменным остается уважение перед медицинскими работниками, людьми, которые стоят на охране здоровья и благополучия человека. Республиканская больница номер 2 регулярно обновляет медицинское оборудование, что позволит оказывать высокотехнологичное медицинское обслуживание на уровне мировых стандартов. Гость нашей студии Иван Иванов, главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Иван Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь, в каком объеме, какие виды современного оборудования вы получили? У нас по республиканской программе, благодаря поддержке правительства, главы нашей республики, в конце прошлого года мы закупили медицинское оборудование на 47 миллионов рублей. В этом году мы уже объявились и уже законтрактовали медицинское оборудование на 150 миллионов рублей. Это оборудование, оно разноплановое, оно для разных отделений, там и начиная от нейрохирургических эндовидеостоек до микроскопов, операционных столов, С-дуга, так называемая, и так далее. То есть там перечень оборудования, более 10 единиц, для того, чтобы оснастить наши медицинские организации, все-таки не то, чтобы повысить качество оказания медицинской помощи, это неправильное выражение, а обновить парк медицинского оборудования. Вот. И с прошлого года вот эти 47 миллионов, которые нам были выделены, мы приобрели и уже устанавливается на сегодняшний момент рентген-аппарат на 3 рабочих места. Это современный, хороший аппарат. И плюс эндовидеостойка, ресурс которых у нас очень быстро выходит, скажем так, из большого количества больных. То есть исходили в первую очередь из потребностей? Да, конечно. А как считаете, как изменится от этого уровень оказания медицинской помощи? Ну, прежде всего, надо понимать, что мы центр экстренной медицинской помощи. Мы не плановая больница, но мы оказываем плановую медицинскую помощь, но в меньшем количестве, скажем так. Все-таки мы центр экстренной медицинской помощи, и экстренные больные не могут ждать в случае поломки медицинского оборудования или выхода из строя. Поэтому плановый ремонт, плановая замена медицинского оборудования, она чрезвычайно важна. Больница работает 24 часа в сутки. Надо не забывать, что у нас базируется травмцентр, у нас базируется ожоговый центр, у нас региональный сосудистый центр. Помимо прочего, еще хирургические стационары, колопроктология, ЛОР, ЧЛХ, которые обслуживают всю республику. Вот, и город Якутск, соответственно. Соответственно, у нас амортизация оборудования, его износ, он очень высокий. Вот, и замена вот такого дорогостоящего оборудования, она, конечно, важна очень для того, чтобы не останавливать процесс оказания медицинской помощи, увеличивать оборот койки для того, чтобы пациенты не копились у нас там по коридорам и так далее, а получали медицинскую помощь в первые дни оказания и в ближайшее время выписывались на амбулаторное лечение. Ну, изменится ведь еще и диагностика заболеваний, методы, методика лечения, правильно? Само собой, конечно, у нас технологии не стоят на месте, и даже вот тот же микроскоп нейрохирургический, который покупали там в далеком 2011 году, да, он уже и морально, и уже технологически устарел. Сейчас мы покупаем новые микроскопы для наших нейрохирургов, для того, чтобы они могли, ну, скажем так, более качественно оказывать медицинскую помощь. И это касается, в принципе, всего медицинского оборудования, потому что вот развитие вот этой отрасли, да, она очень такое активное. Это вот можно сравнить его как с телефонами или там какими-то вот компьютерами, да, и так далее. Что было 10 лет назад, что сейчас. Вот в медицине то же самое. Вот. И принципиальные, может быть, азы какие-то, они остаются. От МРТ там, и так далее, КТ, которые были 10 лет назад. В принципе, технология, принцип работы, он сохраняется. Но скорость, визуализация и так далее, она, конечно, меняется. И это касательно всего медицинского оборудования. Поэтому здесь, конечно, несомненный плюс будет. Давайте подробнее остановимся на этом нейрохирургическом микроскопе. Что за оборудование, откуда будет доставлено и для чего будет применяться? Оно у нас должно быть доставлено в течение, по-моему, к осени оно должно подойти. Оно, конечно, будет у нас использоваться в отделении нейрохирургии. Вот. Надо понимать, что нервы, мозг – это вещь такая очень нежная, вот, и зачастую он просто вот, жизненно необходим для проведения нейрохирургических операций. Понятно, что есть виды оказания медицинской помощи и виды операций, в которых нет нужды в этом микроскопе, но тем не менее у нас есть высокотехнологичная медицинская помощь, есть виды оказания медицинской помощи, где он просто необходим. То есть невооруженным взглядом лезть очень сложно становится хирургу. Длительность операции значительно удлиняется, помимо прочего, вероятность возникновения осложнений тоже, конечно, у нас соизмеримо растет.
Именно поэтому вот оснащение республиканской больницы, мы являемся больницей первого уровня, оно, конечно, должно быть у нас на высоте. Понятно, что такие стойки, возможно, не нужны, ну и не нужны там где-то в центральных районных больницах, там маленьких, где такие виды оказания медицинской помощи просто не применяются. Но на уровне республиканского учреждения это не то чтобы что-то даже новое, это норма. Вот это должно быть, это у нас было, и сейчас мы его просто в плавном порядке меняем. То же самое касательно и всего другого нашего медицинского оборудования. В том числе и для кардиоотделений, да? В том числе это кардиоотделение. Ну, Иван Сергеевич, сегодня у нас и наука двигается вперед семимильными шагами, и заболевания каждый год у нас новые. Как часто, на ваш взгляд, нужно в таких реалиях обновлять медицинское оборудование? Ну, при должном уходе, скажем так, да, я думаю, что примерно раз, ну, тут к разному оборудованию разный подход, скажем так, да. Понятно, что вы не будете обновлять там компьютерный томограф, дорогостоящий, тяжелый, большой, там каждые 3-4 года, ну, потому что просто в этом нет необходимости, да. У нас есть компьютерный томограф, который стоит 10 лет, и они абсолютно информативные, они рабочие и так далее, но, тем не менее, у нас их 3. Вот, и они все разные мощности и разных сроков поставки, скажем так. Да. У нас есть Philips, который нам поставили в 2019 году, как раз перед пандемией. Он нас сильно выручил, 128 срезов. На тот момент это был единственный компьютерный томограф такой мощности в Якутии. В принципе, сейчас, по-моему, он еще есть в РБ-1. Вот. И понятно, что какое-то оборудование, в принципе, при должном уходе может поработать там 5, и 6 лет, и 10 лет. Какое-то оборудование через 3-4 года уже необходимо проводить замену его. Потом внедряются новые виды оказания медицинской помощи. То есть все это идет, и, конечно же, когда вот, там, лет 15-20 назад кто мог думать там, о какой-то там, например, нейрохирургической, вот сейчас мы покупаем это оборудование, навигации. Да, там были какие-то разработки и так далее, но это разительно отличается от того, что поставляется сейчас. Поэтому сказать, что там через 5 лет надо все оборудование менять, я не могу. Вот. Но определенные виды, конечно, надо менять. То есть вот у нас как раз срок по этому медицинскому оборудованию подошел, и эта работа у нас, как бы, можно сказать, в плановом порядке вытекла, и сейчас мы его приобретаем. Ну, Иван Сергеевич, я предлагаю вернуться к теме, которая, наверное, затронула очень многих медицинских работников, пандемия COVID-19. Давайте перенесемся вот в самое начало, в март 2020 года, как вообще в целом за весь этот период была организована работа. И самое главное, что она изменила. Ну, тут надо понимать, что Центр экстренной медицинской помощи никогда не был инфекционным стационаром. Вот, и он строился по другим совсем нормативам, скажем так, да. Ну, вот, и, конечно же, мы быстро очень организовались, понимали, еще не понимая, какое количество пациентов нас ждет, ну, чтобы было вот примерное понимание, Центр экстренной медицинской помощи – это 490 коек, из которых в пик было 200 ковидных пациентов. То есть половина практически нашего учреждения относилась к инфекционному отделению. Понятно, что эти пациенты, они в основном были не чисто ковидные. Вот. Чисто ковидные пациенты к нам поступали. Это были чрезвычайно тяжелые пациенты, КТ-3, КТ-4, тем, которым требовалось переливание крови, там, гемооксигенацию проводить и так далее. Вот. Но в основном это были пациенты наши, это был наш профиль, переломанные, с хирургической патологией, нейрохирургической патологией и так далее, с сопутствующим заболеванием ковид, что, конечно, осложняло течение и основного заболевания, и, в принципе, оказание медицинской помощи данным больным. Вот. И тут надо, это не просто отделить надо пациентов. Во-первых, их количество менялось. У нас сначала было 10, потом 20, потом 30, потом 60, потом 100. Соответственно, мы все расширяли, строили эти перегородки, это же сам вкусники, это ванны перетаскивает, где-то нет коммуникации и так далее. Стройте перегородки бесконечные, переводи туда врачей, докупай расходные материалы и так далее. То есть выделение отдельных операционных, отдельного КТ для того, чтобы не было перекрестов пациентов. То есть это очень такой тяжелая работа была, тяжелая работа для врачей непосредственно. Ну, в итоге мы как бы привыкли, в общем-то она у нас выстроилась и уже шла, скажем так, по накатанной. На сегодняшний день у нас 0 пациентов. Вот сегодняшняя утренняя планерка ознаменовалась тем, что у нас на сегодняшнее утро было 0 пациентов. Это, ну, по-моему, впервые за вот все время пандемии. Уже последние полгода, конечно, у нас там их не превышало, там 6-5 человек. Вот последний месяц 1 человек. То есть вот он выздоровел, другой пришел. Вот. И все они, конечно, с легким течением заболевания, просто мы их изолировали, скажем так, от остальных людей. Но, знаете, не то чтобы нас научило. Понятно, что если придет какая-то другая инфекция, мы к этому будем абсолютно готовы.
И как это сделать и так далее. Нам не надо уже ничего придумывать, фантазировать, где разместить инфекционное отделение, чтобы не пересекались они там в лифтах, в коридорах там, и так далее. То есть это вот такой процесс был очень, скажем так, ну, если не творческий, но, по крайней мере, такой мозговой штурм мы там устраивали у себя. Но для подготовки, конечно, мы уже готовы. Но эта вот пандемия показала, насколько стойкий наш медицинский персонал. Вот для сравнения, хочу сказать, если я не ошибаюсь, отделение челюстно-лицевой хирургии в связи с пандемией переезжало 26 раз. 26 раз это отделение бедное, на базе которого первоначально было открыто инфекционное отделение, 26 раз переезжало из угла в угол, потому что мы инфекционное отделение то расширяли, то сужали, то расширяли снова. И вот выдержки наших врачей, наших медицинских сестер, ну, можно просто позавидовать, когда в один день, просто вот в один вечер целое отделение у нас переезжало. Поэтому с ними уже ничего не страшно. А вот на ваш взгляд, сложнее было в начале пандемии, когда ничего было непонятно, или же вот когда, допустим, февраль, по-моему, или январь 2022 года, когда был массовый приток заболеваний? Не, ну однозначно, конечно, сложнее было, когда в самом начале. То есть вот когда ковид только появился, как, что, чем лечить и так далее. То есть эти вот клинические рекомендации, которые потом там, до 9, 10, 12 уже дошли, пересмотра. Вот вначале, конечно, было намного сложнее. Когда уже работа была выстроена, все знали, как работать, что делать, лабораторная служба, рентген-служба там, и так далее, конечно, уже количественно, в общем-то, нас не пугало. И 200 человек, я скажу так, вот, по моральным своим каким-то ощущениям, намного легче вот, как-то переносилось, нежели вот, первая двадцатка, скажем так, пациентов. Иван Сергеевич, ну я предлагаю вернуться все-таки к теме обновления материальной базы. Вы уже сказали о том, что оборудование не так часто требует обновления, а какие-то планы вот на ближайшее будущее есть? Что еще планируем обновить? Или, может быть, ремонт? Ну, ремонт у нас проходит постоянно. Это такая текущая работа, скажем так, на ней можно не останавливаться. Что касательно новых видов оказания медицинской помощи, ни один аппарат у нас не приобретается для того, чтобы мы максимально его не нагружали. Вот если вернуться к ангиографической установке, которую мы купили, по-моему, в 2019 году, да, мы помимо операций на сосудах сердца, головном мозге, при ишемических инсультах там, и инфарктах миокарда, активно используем уже с позапрошлого года, если я не ошибаюсь, на сосудах нижней конечности при артериальных тромбозах. Мы единственные, кто это делает, и это очень актуально сейчас, потому что тромбообразование, оно такое имеет достаточно широкое распространение, особенно у больных с сахарным диабетом, риски ампутации возникают и так далее. И у нас уже очень много людей, уже десятки, если не сотни людей прошли успешно после этой операции, то есть ноги, конечности были сохранены. Вот сейчас мы внедряем операцию при тромбозах вен, уже не артерий, а вен нижней конечности. Это тоже такая актуальная проблема. Буквально вот уже, ну, к осени мы уже внедрим его, обкатаем этот способ. И вот к нам приезжает профессор уже, по-моему, 24 или 25 числа, ну, вот в конце июля, для установки при циррозах печени и рисках возникновения кровотечений, пищеводных кровотечений. Они устанавливают, в общем, проводится операция, название сейчас запамятовал, да? Проводится операция для того, чтобы кровь сбрасывать в нижнюю полую вену. Это максимально снижает риск возникновения вот этих венозных кровотечений. Вроде бы как бы об этом мы не говорим, но больных с циррозами печени, разные этиологии, достаточно много. И к нам поступает большое количество больных с венозными кровотечениями. Хорошо, если они поступают к нам, но пациент может находиться где-то. И пока он доберется, он просто, ну, истечет кровью, скажем так, да, и может даже этого в принципе не почувствовать. Потому что при венозном кровотечении пищевода кровь не идет наружу куда-то еще. Она проглатывается, уходит с пищеварительным трактом, и пока он не обратит внимания, там, образно говоря, в туалете на что-то, а можете не обратить внимания, он даже не заподозрит. Как правило, такие пациенты поступают уже в крайней степени анемии, тяжелые, если вот к нам обращаются все-таки. А данный вид оказания медицинской помощи, он, ну, минимизирует максимально этот риск. Это тоже вот заслуга наших врачей, рентген-хирургических методов лечения. В этом году мы планируем провести 5 или 6 операций. 5 операций сейчас мы мастер-классом проводим, и еще до конца года проведем, наверное, порядка 10-15, ну, от зависимости от количества больных операций этих. И вот если память не ошибает меня, то где-то, по-моему, только в Владивостоке такие операции делали. Все, больше нигде, на Дальнем Востоке эти операции не делают. То есть вот в этом отношении
ну, как бы честь и хвала нашим врачам о том, что они вот этот аппарат ангиографии используют вот в полной мере, то есть так, как он должен использоваться по-настоящему. Ну, Иван Сергеевич, таким образом, суммируя, обновление вместе с прогрессом. Да, совершенно верно. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну, я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч.